Это «Атмосфера кино», я ее ведущий Ринат Музафаров, и мы возвращаемся на малые экраны. В следующие несколько минут по традиции расскажем о главных новинках кинопроката, приведем мнение и обсудим последние новости индустрии. Приготовьтесь, будет жутко атмосферно. Сегодня в программе мы расскажем про возвращение самого страшного клоуна Пеннивайза на экраны кинотеатров. Он – это все, чего вы когда-либо боялись. Каждый кошмар, приснившийся холодной ночью, каждый вопль монстров, каждый скрип двери. Шедевр короля ужасов Стивена Кинга «Оно» в нашем свежем обзоре. А также мнение сибайских зрителей о картине и другие премьеры этого месяца. Любите ли вы красные воздушные шары так же сильно, как их любят создатели нового фильма ужасов «Оно»? Почему именно красные? Ну потому что это обязательный атрибут адского клоуна Пеннивайза, придуманного маэстро жанра ужасов Стивеном Кингом. Давайте вспомним куклы из «Проклятия Аннабель», маска из молодежного хоррора «Крик», видеокассеты из «Звонка» и другая сакральная атрибутика, в свое время наводящая ужас на массового зрителя. А именно такой шарик, уж поверьте, вам не захотелось бы встретить летящим по ветру вдоль улицы, возвращаясь домой после сеанса свежей киноадаптации Кинга. Оставим сувенир будущим посетителям кинозала и перейдем к нашему традиционному обзору. Оно уже здесь. В объективе атмосферы кино. Ну все. Корабль готов, капитан. Спасибо, Билли. Для школьника Билла летние каникулы 1989 года были омрачены личной трагедией. Сначала бесследно пропадает его младший брат, убежавший в дождь запускать кораблики, а после всю округу охватывает череда таинственных исчезновений. Для городка, где живет Билл, происходящее обычное дело, но подросток не собирается опускать руки и продолжает вместе с друзьями искать младшего брата. Поиски приводят компанию к выводу, что всему виной некое древнее могущественное зло, которое воплощает худшие кошмары своих жертв и обитает в водостоках под городом. Я что-то видел. Там был такой... Клоун. Я тоже его видел. Компания верных товарищей, каждый со своими монстрами под кроватью, главное подспорье в борьбе против вызовов недружелюбного мира. И только сплотившись воедино, как завещал маэстро жанра ужасов Стивен Кинг, у ребят появляется шанс выстоять в противостоянии с потусторонней темной силой. Когда ты ребенок и ты один, монстры считают тебя слабым. И ты даже не замечаешь, как они приближаются. Вообще, ощущение настоящей дружбы, обостренной рискованной пляской со смертью и чисто ребяческое упоение молодостью, когда под колесами велосипеда, кажется, вращается целая планета, важнейшая составляющая романа, и создатели новой экранизации подошли к делу с большой любовью и уважением к первоисточнику. Андрес Мускетти, занимающий режиссерское кресло, ранее успел отметиться в жанре хоррор со своим хитом «Мама» 2013 года. В заслуги постановщику можно вменить как бережное исследование канону, так и умение выдержать обязательные атрибуты современных фильмов ужасов. Вообще влияние Джеймса Вана с его астралами и проклятиями, как говорится, налицо. Лицо, искривленное гримасой неподдельного ужаса. Дедушка говорит, наш город проклят. Всему ужасному, что здесь происходит, есть причина. Зловещая причина. Кастинг юных актеров в картине безупречен, вопреки тому, что почти никто из ребят ранее не принимал участие в подобных масштабных проектах. Из всех знаком широкой публике разве что Финн Вулфард, блеснувший в сериале схожей тематики Stranger Things 2016 года. Отметим, что именно этому телевизионному проекту удалось вернуть в моду меланхолично уютную атмосферу американского захолустья, переданную глазами тинейджеров.
Теперь парень исполняет роль Ричи Тозиера и отвечает за комедийный компонент в новом фильме. Как выражается сам герой, дурачество всегда помогает, когда попадаешь в странные ситуации. В общем и целом, юный актер справляется со своей задачей на 5 с плюсом. Восприятие происходящих событий сквозь призму детских впечатлений, которые дарят нам экранные герои, служит великолепным проводником в мир неподдельного ужаса. Ко всему прочему, «Оно» — фильм, способный заставить пустить ностальгическую слезу тех, кто застал ребенком еще первую экранизацию. Тут вам и саундтрек с отчетливым влиянием «Кошмара на улице Вязов», и отсылки к массовой культуре конца 80-х. Однако, несмотря на олдскульность антуража, общая стилистика фильма целиком соответствует духу нового времени. Образ легендарного клоуна удалось значительно осовременить за счет широкого арсенала технических возможностей 21 века. Каждое появление Пеннивайза в кадре — изобретательный способ пощекотать нервишки своего зрителя. Кстати, директор Екатеринбургского цирка Анатолий Маркчевский выступил с инициативой запретить фильм, ведь клоуны — это радость для детей и посягать на святое не стоит. Ранее фильм раскритиковал президент Всемирной ассоциации клоунов Пэм Муди. Смотрите, эти места объединяет канализация. Вот где оно живет. Что случилось? Билл! О, нет! Мамочки! Что-то! Выключай! Не надо! Выключи! Между прочим, со времени предыдущей экранизации прошло 27 лет. Именно с таким промежутком в городе Дерри, штат Мэн, пропадают дети. Учитывая, с каким вниманием к деталям создатели подошли к работе над картиной, такое обстоятельство перестает казаться простой случайностью и позволяет констатировать, что свежее прочтение объективно назрело. Если мы будем держаться вместе, победим. Резюмируя впечатления по шкале киномера, наградим триумфальное возвращение кошмарного клоуна следующими тезисами. К. Каноничное. И. Интересное. Н. Напряженное. И. О. Очаровательное кино. Очень страшно. Я даже забежала пару раз. Я тоже. Я вот, где мой парень? У нас тут близнецы Я к были, нему мы, этот короче, весь прижался, фильм жались и все. я орал. Фильм хороший был, в себе впечатляющий. Смотрел трейлер, по ожиданиям оправдался. Жутковатый, конечно. Но мне больше понравилось, что он так в себе вмещал и каплю юмора, там было немножко такое драматические, романтические моменты, ну и, конечно, такие страшные. События в книге условно разделены на две части и развиваются в разных временных промежутках. Историю нового противостояния уже повзрослевших героев создатели свежей киноадаптации дальновидно решили приберечь для второго фильма. Первый уже побил все возможные рекорды по сборам в стартовый уикенд и имеет весомые шансы закрепиться в статусе культового еще до выхода официального продолжения. Надеюсь, создатели не станут откладывать производство новой картины еще на 27 лет. Переходим к другим новостям кино. Казаки, ведьмы, русалки и утопленницы. Представьте, что всем этим обитателям Диканьки доведется встретиться лицом к лицу со своим создателем Николаем Гоголем. По сюжету нового фэнтезийного блокбастера начинающий писатель приезжает на Полтавщину расследовать таинственное убийство девушек и встречает свою любовь, которой суждено сыграть роковую роль в его судьбе. Хватит ли юному литератору духу противостоять невообразимому? Ведь, по слухам, за преступлениями стоит никто иной, как сам дьявол в обличии черного всадника. Это вы узнаете, посетив сеанс фильма «Гоголь. Начало» в кинотеатре «Атмосфера».
Впервые в мировом кинематографе ребенок, полностью созданный при помощи компьютерной графики, в исполнении Сергея Гармаша в новой остросюжетной комедии «Напарник». Майор Хромов переселяется в тело маленького ребенка, приняв на себя проклятие старой гадалки. Но даже пересев из полицейской машины в детскую коляску, майор умудряется доставить немало хлопот преступному синдикату. К примеру, еще одной отечественной картины ждем в этот четверг, 14 сентября. Вам знакомо ощущение мурашек, бегущих по коже? Так наш организм реагирует на тревожный стимул, будь то столкновение с монстром, пусть даже экраном, или просто достаточно мощные впечатления от просмотра фильма. К слову, именно таким кинолентам мы и стараемся посвящать наши обзоры. Надеюсь, нам удалось передать атмосферу кино. Ну а тем, кто хочет полного погружения, пожалуйте на сеанс. Кино настоящее, лучше телевизора. Это в нашем классе всеми признано. Об этом не прекрасно мечтали мы давно. Сегодня мы всем классом идем в кино. В следующем выпуске программы «Атмосфера кино» мы расскажем об еще одной хоррор-картине «Мама», стартующей в прокате с 14 сентября. Новый фильм с уже знакомым публике названием принадлежит всемирно известному постановщику Даррену Аронофски. Сюжет вертится вокруг отношений молодой пары, безмятежное существование которых становится под угрозу, когда в их дом заявляются незваные гости.